Ситуация в республике достаточно напряженная. За последние сутки у нас 3 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. Один это по Якутску, о котором мы вчера говорили как о находящемся на подтверждении. Этот случай подтвержден у жительницы Верхоянского района, которая с начала марта здесь находится в Якутске, проживала в Мархе. Случай коронавирусной инфекции подтвержден. Она сейчас находится в больнице. Круг ее контактов тоже определен. Сейчас активно вовлекается в забор анализов. И мы думаем, что до конца дня по основному кругу контактов ее уже окончательные результаты будут по анализам. 2 случая у нас выявлены по Алдану. Это опять же, по кругу первых зараженных. Это один из работников рынка и член семьи женщины, приехавшей из Кисловодска через Москву. По Ленску новых случаев нет. Вместе с тем у нас там на подтверждении находятся анализы 5 работников Газпромдобыча-Ноябрьск, которые сейчас находятся в инфекционной больнице города Ленска, и анализы их тоже обрабатываются здесь у нас в Якутске. Также хочу сказать, что вчера Газпромдобыча-Ноябрьск по нашей просьбе сделал рейс и вывез 23 своих работника, у которых были признаки ОРВИ и возможного коронавируса в Ноябрьск на дальнейшее прохождение ими лечения. Сейчас с «Газпромом» идет работа правительства республики, оперативного штаба для того, чтобы полностью очаг заражения на месторождении был локализован. Вахтовый поселок сейчас находится на строгом карантине, в котором проживает порядка 400 человек. Также в рамках нашей работы подписан и начал действовать мой указ, по которому сегодня все населенные пункты республики разбиты на 3 части. Первая часть — это те наши крупные муниципальные образования: город Якутск, Жатай, Нерюнгринский, Мирнинский, Ленский, Алданский районы, где режим самоизоляции уже был введен. К ним еще дополнительно мы добавили Нижний Бестях и Тикси, для того, чтобы на территории этих населенных пунктов, муниципальных образований все ограничения в целом оставались, но все равно введен ряд уже ослаблений в части работы медицинских организаций, имеющих лицензию, также по работе специализированных магазинов, отдельно стоящих в зданиях. Будут разрешаться работа по Якутску, в частности, и по другим районам автосервисов, автомоек. В целом, еще раз говорю, достаточно существенное ослабление есть. Вместе с тем, на всех этих учреждениях, организациях в обязательном порядке все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором, должны безусловно исполняться. Проверка их будет проводиться, исполнение этих требований. В случае нарушения учреждения будут закрываться и не допускаться к дальнейшей работе. Поэтому прошу предпринимателей в этой части подходить очень серьезно именно к обеспечению требований по социальной дистанции, по покупателям, по масочному режиму на организациях. Это в первую очередь в ваших интересах. Вторая группа населенных пунктов – это наши труднодоступные населенные пункты, в которые сегодня уже после закрытия переправ, после закрытия зимников, практически транспортная доступность их сведена к нулю. И там природа уже их изолировала. Соответственно, в этих населенных пунктах, это в основном арктические, труднодоступные наши сельские районы, сельские населенные пункты, в них практически мы восстанавливаем обычную уже деятельность, кроме деятельности, связанную с досуговыми мероприятиями, спортивными мероприятиями, большими собраниями общественности. Все остальные, в принципе, ограничения по этим населенным пунктам, их перечень тоже в указе приведен, их почти 200 населенных пунктов, по всем ним уже подавляющее большинство ограничений уже снято. И третья группа – это оставшиеся населенные пункты, это в основном сельские населенные пункты, центральной части районов, в Заречной, Вилюйской, по которым тоже достаточно существенные ослабления идут по режиму работы торговых предприятий, предприятий малого, среднего бизнеса.
главное, чтобы, опять же, те ограничения, которые там остаются, они все жестко соблюдались. Это очень важно, еще раз говорю, потому что у нас сегодня случаи коронавирусной инфекции, пусть завозные, но они уже и в сельских районах, в частности, и в Горном Улусе, и в Илюйском Улусе уже зарегистрированы. Поэтому сейчас самое главное – это вот соблюдение режима самоизоляции, режима социального дистанцирования в общественных местах, соблюдение режима работы для тех предприятий, где работа проводится, масочный режим. Это очень важно и это очень нужно. Прошу якутян вот строго придерживаться тех предписаний, которые сегодня выданы и федеральными органами, и республиканскими органами власти. Спасибо.